Чувашии реализуется программа «Доступная среда», направленная на создание условий комфортной жизни для лиц с ограниченными возможностями. Для того, чтобы инвалид-колясочник смог спокойно передвигаться и попасть в нужную ему точку назначения, в городе должны быть оборудованы пандусы, подъемники и лифты. Однако уже в подъезде собственного дома они сталкиваются с трудностями. Аня Баланкова живет на втором этаже. Каждый день ей нужно провожать ребенка в детский сад. Но спуститься и подняться с инвалидной коляской по лестнице проблематично, даже с посторонней помощью. Так. Я просто сноровку еще. Сноровки нет. Так, подожди, движок. Выйти — это уже достаточно большая проблема, потому что приспособлений, к сожалению, никаких нет. А лифт, вот в этом доме лифт идет только с 3 по 9 этаж, а я живу на 2 этаже, и приходится постоянно просить посторонних людей, чтобы спуститься и подняться обратно домой. Павел Никитин живет в северо-западном районе. Благодаря помощи Николая Угаслова, руководителя одной из строительных компаний города Чебоксары, возле его подъезда оборудован пандус. Теперь ему намного проще выходить из собственного дома. Легко можно выйти из подъезда, забраться в лифт, выйти из подъезда, зайти в подъезд, практически без посторонней помощи. Мы много к кому обращались, и в местное самоуправление. И Николай Федорович единственный человек, который откликнулся и своими средствами, своими силами установил мне пандус по подъезду. Как говорят друзья Паши, он не унывает и стремится сделать все, чтобы люди с ограниченными возможностями жили полноценной жизнью. Паша создал общественную организацию социальной поддержки и защиты граждан «Свобода», где лица с ограниченными возможностями активно участвуют в жизни общества. Мы хотим иметь возможность жить полной жизнью, участвовать во всех процессах. Хотим иметь возможность реабилитироваться. Хотим иметь возможность приносить какую-то пользу обществу, государству. В целом у нас одна общая идея, может быть, она звучит как-то будет звучать как-то по-детски, но мы хотим улучшить мир в лучшую сторону вокруг себя. Сегодня, как доказывает жизнь, к проблемам инвалидов нужно подходить с пониманием и в нужную минуту суметь протянуть руку помощи.